Так, к пристани города Чистополь 10 ноября 1941 года причалила первая баржа с оборудованием 2-го Московского часового завода. С началом войны эвакуировать предприятие в город на Каме решено было постановлением Совнаркома. Станки и специалисты прибывали вплоть до февраля. С началом зимы речной транспорт сменил гужевой. Под нужды завода переоборудовали различные учреждения города. Так здесь, на улице Бебеля, в первой городской гимназии расположился механический цех. Рабочих тогда не хватало. Вместе с москвичами монтировали оборудование и учились новым профессиям чистопольцы. За дело взялись даже подростки. Пока в Чистополе часовой завод только обустраивался в новом месте, из Казани уже отправили на фронт первую партию биноклей. Еще до войны в Дербышках основан оптико-механический завод. Предприятие задумывали как дублер Ленинградского завода, он же и эвакуировался в нашу республику. Прицелы, фотообъективы, бинокли и другая оптика десятками тысяч ежемесячно отправлялись на фронт. Благодаря чему был у нас главный технолог Минков Маркус Абелевич. Он предложил делать корпуса биноклей литьем под давлением из цинкового сплава. Был организован первый в оптико-механической промышленности конвейер с принудительным заданным ритмом. И стали выпускать по 25 тысяч биноклей в месяц. Всего за годы войны было выпущено 700 тысяч биноклей. В Чистополе на полную мощность часовой завод вышел к лету 1942 года. На фронт отправились запалы для гранат, часовые механизмы. Появились первые в стране мужские наручные часы «Кировские». Позже все чистопольские часы получили марку «Восток». Показали сделать вот такой вот платину, снять зачистку заусенцев. «Восток» — дело тонкое, говорят заводчане. Приходится, как легендарный левша, трудиться над самыми мелкими деталями. Никогда сразу качество не получается. Сначала оставляли заусенцы. Давалось нам специально 3 месяца для того, чтобы научиться. У нас размеры микронные. Начинаем искать в одном месте, а брак у нас совершенно оказывается в другом. Это, всегда непредсказуемо, всегда все новое, все по-разному. Много операций по изготовлению этих призм. Без отменного зрения и знания не увидите отличного качества оптики, отмечают уже на Комзе. Так, вкупе с оригинальными роторными станками создали знаменитый бренд «Дневной бинокль» и его различные модификации. Мало кто может себе позволить выпускать бинокли, гражданские бинокли, который может эксплуатироваться от минус 50 градусов Цельсия до 50 градусов Цельсия. Он крайне неприходлив. Им, как мы говорим, можно гвозди забивать. На основе традиций прочности и точности в Чистополе тоже появились свои узнаваемые бренды. Противоударные командирские часы и вдобавок еще водонепроницаемые часы «Амфибия». Их и грузовиками давили, и на глубину опускали, а им все нипочем. За это качество часы «Восток» были удостоены золотой медали Лейпцигской ярмарки. Заказы на часы и бинокли ТСР стали поступать из десятков стран мира. Чтобы обзавестись ими, иностранцы прибегали к формуле «давай поменяемся». Так советские люди могли получить редкий дорогой импорт. Слава же чистопольских часов вышла за пределы земного шара. Летчик-космонавт Гречко совершил свой полет именно с часами часового завода. В 1976 году он посетил часовой завод, поздравил часовщиков и оставил свои часы и пожелания. Высокие достижения все больше приводили к широкой популярности. Раньше было большое разнообразие советских часов. Были и у детей, и у взрослых. У некоторых было даже несколько видов. С ними обращались очень бережно. Про советские женские часы ходили шутки о том, что они постоянно ходят неправильно. Именно этим объяснялось, что девушки опаздывают на свидание. Реалии сегодняшней моды. То есть это, в принципе, уже атрибут, который не только показывает время, но и является атрибутом внешнего вида человека. Бинокли же перестали быть подарком только для военных. Для рыбалки берут, для охоты, вертолеты берут, иностранцы очень берут. Вот летом были китайцы, они все не схватили. Часы тикают, время идет, технологии совершенствуются. Расширяется ассортимент, фокус на запросы потребителей. Спецприборы все больше перенимают роль сувениров. Главное же будет видеться и сквозь века. Бренды Татарстана состоялись, и популярность их надежная оправа. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань, Чистополь. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.